Здравствуйте, в эфире информационный выпуск Амши Укшара. Сегодня в программе. Восстановлен ряд объектов. В Очимчирском районе идет ликвидация последствий наводнения. Все медицинское оборудование поступает в срок. Брифинг министра здравоохранения Анзора Гоова. Спортивные интересы, железная воля. Денис Саманба рассказал журналистам о велопробеге в Москву. Начаты восстановительные работы в пострадавших от наводнения селах Очимчирского района. Указом президента Рауля Хаджимба создана правительственная комиссия по ликвидации последствий стихийного бедствия, которую возглавляет премьер-министр Артур Микваби. По словам премьера, на все восстановительные работы потребуется около 120-150 миллионов рублей. Наша съемочная группа побывала в наиболее пострадавших селах района и убедилась, что некоторые объекты уже восстановлены. Репортаж Сари Исмар. Трассы, очищенные от деревьев и прочего мусора русла рек. В восстановительных работах задействована вся необходимая техника. Ремонтно-восстановительные работы идут в селе Тхина. Завтра мы приступаем практически и по этапу. Работы ведутся в Уадах, работы ведутся в селе Чгярда, работы ведутся по руслу рек, Дхам, Штумыш. Практически мы на второй день приступили к этим работам, и мы не заканчивали. Нам поставлена конкретная задача президентом страны, и мы его, насколько у нас есть возможности, силы, решаем эти задачи. Параллельно ведется работа по составлению проектно-сметной документации для дальнейшего финансирования государством работ по восстановлению всей поврежденной инфраструктуры. Все работы практически ведутся из средств республиканского бюджета. Параллельно мы подсчитываем, и я думаю, что по линии вся наша документация со всеми затратами поступит в кабинет министров. Министерство по чрезвычайным ситуациям принимает в этом активное участие. Все ведомства Абхазберегозащита, Автодор, МЧС, администрация, мы все согласованные документы поднимаем, все мы подписываем, и потом, когда это будет утверждено кабинетом министров, будет финансирование из средств республиканского бюджета. В результате наводнения пострадали частные хозяйства. Вода испортила мебель и бытовую технику сельчан. Как отметил Хребс Джопа, в скором времени подсчеты будут завершены, и жителям будет возмещен ущерб. Сари Исмар, Анатолий Малания, Абхазское телевидение. Вопросы улучшения условий во многих школах республики, а также в целом о подготовке к предстоящему учебному году обсуждались на рабочей встрече премьер-министра Артура Микваби с министром образования и науки Абхазии Адгуром Какоба. Министр отметил необходимость проведения в первой школе столицы косметического ремонта до начала учебного года. Адгур Какоба также подчеркнул необходимость создания 2 дополнительных групп в каждой школе для приема детей в абхазский сектор. Это связано с тем, что количество детей, поступающих в абхазские школы, растет. На встрече также отмечалось, что еще более 50 школ и детских садов нуждаются в ремонте. В этот список входят и школы-интернаты. Премьер-министр Артур Микваби заметил, что вопросу образования в стране уделяется большое внимание. С каждым годом увеличивается число отремонтированных детских дошкольных учреждений и школ. Глава правительства заверил, что те вопросы, которые сегодня обсуждались, будут решены в ближайшее время. На 86-м году жизни скончался общественный деятель, заслуженный учитель республики Иван Владимирович Шамба. Трудовую деятельность он начал в 1958 году в школе, затем продолжил работу в партийных и советских органах. С 1969 на протяжении 33 лет Иван Шамба был руководителем Гудаутского отдела образования. С 1997 года возглавлял организацию коммунистов района. Иван Владимирович – активный участник национально-освободительного движения абхазского народа. За многолетний добросовестный труд награжден орденами «Знак почета» и «Ахцапша». В архиве абхазского телевидения сохранилась видеозапись выступления Ивана Шамба на одном из митингов в Сухуме. Мы не раз стояли перед лицом опасности, и нас не раз подвергали геноциду, но мы возродились и встали на путь созидания и мирного развития. Мы самостоятельно развиваем свою демократическую политическую систему, рыночную экономику, законодательную базу, независимые суды, гражданское общество и права человека в соответствии с международными стандартами, со всеми атрибутами власти. Наша цель – строительство государства в добрососедстве со всеми государствами, которые нас окружают.
Все оборудование для медицинских учреждений республики, заказанное в Европе и России, поступает в срок, согласно заключенным договорам. Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Абхазии Анзор Гоов. В соответствии с комплексным планом все медицинское оборудование поступает в сроки, указанные в договорах, подчеркнул Анзор Гоов. Никакого срыва нет, и договоренности выполняются в полном объеме. Сейчас мы получили буквально 3 большие партии оборудования, то есть пришли наркозные аппараты, пришли эндоскопические стойки, это для республиканской больницы, это для малоинвазивной хирургии. Ждем также сейчас мы и автоклавы, и инструментарий будет где-то сентябрь месяц. Также ждем еще электрокардиографы. Лабораторию сейчас ждем буквально в конце августа для онкологии и для республиканской больницы, для этих. То есть мы свои обязательства по конкурсу исполняем в полном объеме. По комплексному плану на приобретение медицинского оборудования в 2012 году было выделено более 300 миллионов рублей. По словам Анзора Гоова, с тех пор российская финансовая помощь осваивалась поэтапно. И 96% из этих средств уже освоено. На этот год также заказано медицинское оборудование. И в течение 3 месяцев должно быть доставлено в республику. Министр здравоохранения заверил, что к концу года будет полностью завершено оснащение больниц. Республиканская больница, 2-й корпус, онкология, противотуберкулезный диспансер и Гудолская больница. Также для республиканской больницы было закуплено дополнительно и компьютерный томограф, и лаборатория, и аппарат УЗИ. Кроме того, сейчас Управление капитального строительства работает над проектировкой ремонта Творчанской больницы, реконструкцию которой планируется завершить к концу 2017 года. Амрамич Батимур Гугохи, Абхазское телевидение. Экзамен на выносливость сдан на твердую 5. В пресс-центре агентства «Спутник Абхазии» участник веломарафона «Сухум-Москва» Денис Саманба рассказал журналистам, каково это, будучи не спортсменом, совершить подобный марш-бросок, о том, как возникла идея велопробега и что в итоге он хотел доказать прежде всего себе. О том, что это было, спортивный интерес или демонстрация железной воли, расскажет Нис Фаршба. Идея совершить веломарафон у Дениса возникла около полугода назад. Обдумав пару дней, он выложил свои мысли на страничке в соцсети. Друзья подхватили идею моментально. Большинство было против. Не прислушавшись к их мнению, Денис начал тренировки. Сначала на велотренажере по полчаса в день. На большее не хватало дыхания и сил. Спустя 5 месяцев он уже мог ездить по много часов кряду. Назвать, что вот прямо я с головой ушел в подготовку и вообще выпал из социума, там, исчез из каких-то из своей личной жизни, из работы, из каких-то обязанностей. Нет, я так не скажу, я пытался все это совместить. У меня не было тренера, у меня не было знаний, и все делал экспромтом, разбирался, узнавал какие-то моменты, в основном на своем опыте, что лучше делать, что не стоит делать. И вот последние 5 месяцев, может быть, и можно назвать меня велосипедистом-любителем, но, опять же, я очень далек от людей, которые всю жизнь посвятили велоспорту. Своим достижением Денис Саманба доволен. Хотя бы потому, что он, непрофессиональный спортсмен, сумел за 6,5 дней доехать на велосипеде до Москвы. Дорога была сложная. Была травма колена, которая давала о себе знать с каждым нажатием на педаль велосипеда. Также была невыносимая жара, которая отнимала много сил. А еще врожденная травма сердца, которая на определенном отрезке пути привела Дениса в больницу. Вот в какой-то момент начало болеть сердце, мы остановились, значит, в больнице, обследовали, говорим, что вы скажете в контексте того, что у меня там вот это заболевание, там с детства врожденное, пролапс митрального клапана. И врач с улыбкой такая говорит, а они под кондиционером, там ад на улице, просто жуткая жара, и она говорит, если вы сюда приехали, а это где-то половина было расстояния, если вы сюда приехали, вообще о чем вы говорите? Да тут здоровый человек свалится. Если вы сюда доехали, то вы доедете до Москвы вообще без проблем. Едьте и ни о чем не думайте. Информационную поддержку проекту оказало агентство «Спутник Абхазии». По словам его руководителя Инала Лазба, этот веломарафон – пример того, как спорт может быть полезен, как на самом деле важен и как он отвлекает молодежь от всего негативного. Прошлый месяц поистине в Абхазии можно назвать большой спортивной
победой, его начало, это вообще спортивное большое безумие, наверное. Мы продолжаем работать в этом тренде, продолжаем поддерживать спорт. И приятно в этом ключе видеть, что практически каждый месяц, наверное, на спортивной арене Олимпии Абхазии появляются новые звезды. Пришло, наверное, то время, когда Абхазия может наконец показать всю палитру своих спортивных талантов. У Дениса Саманба много самых разных спортивных идей. В ближайшее время он вместе с друзьями планирует принять участие в серьезном спортивном мероприятии. В каком именно, пока еще секрет, раскрыть который Денис обещал позже. И в первую очередь своему информационному партнеру «Спутник Абхазии». Низ Фаршба, Беслан Джинджолия, Абхазское телевидение. В связи с ремонтными работами по замене 300-метрового участка водопровода по улице Ардзенба 13 июля с часу ночи до 23 часов в центральной части столицы подача воды будет временно прекращена. И в завершении выпуска о погоде. В Абхазии будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью 24-28, днем 29-30 градусов. Температура морской воды 25 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.